Я все-таки хотел бы попытаться, чтобы мы разобрались в первой причине. Почему у нас это все происходит? Почему у нас парализована деятельность ГРТ? Вот на протяжении длительного периода мы же и говорим о том, что все знают, что это бьет по имиджу Гагаузии. Мы не можем никак разобраться. Да? Турецкая республика выделила деньги для того, чтобы мы модернизировали. Немалые. И спасибо им, да. Прекрасную площадку создали. Но с людьми, с простыми людьми, не с депутатами, на протяжении периода общался неоднократно на эту тему. Люди говорят, и могу сформулировать мнение общее. Они говорят, есть Башкан Гагаузи, есть председатель Народного собрания, они пытаются расставить своих людей для того, чтобы контролировать, управлять. Так люди думают? Так люди думают. И значит, продвигать свои идеи через средства массовой информации. И знаете, трудно с этим не согласиться. Если я сегодня буду утверждать, вот я честно, искренне говорю, если я сегодня буду утверждать, что Башкан Гагаузи сегодня или председатель Народного собрания не могут влиять или не влияют, или не хотят, не влияют через, значит, членов наблюдательного совета на работу ГРТ, то я буду лукавить. Если я буду говорить о том, что 2 года назад или 5 лет назад, если я буду говорить о том, что 2 года назад, 5 лет назад или 8 лет назад Башкан Гагаузи и председатель Народного собрания не влияли на эту ситуацию, опять же буду лукавить. Вот и причина. Поэтому здесь нужно, наверное, открыто им сказать, что они превышают свои должностные полномочия, они не должны лезть. Кто должен за рамки. это сказать? Вот я говорю на телевидении, мы должны об этом говорить, потому что мы можем писать много законов, толку не будет никакого. Абсолютно. Не должны лезть, раз мы говорим, это общественное, понимаете, это телевидением создали общественное. А если нет понимания, как мы видим в данном случае? Если нет понимания, сейчас проблему подняли, конечно, мы будем инициировать, будем обсуждать, будем разбираться. И, соответственно, если не сможем разблокировать, то вполне возможно, что придем опять к неординарному методу, опять внесение изменений в закон. Но это ненормальная ситуация. Законы хорошие, их нужно просто соблюдать.